Сельхозпредприятию Коми по племенной работе благодаря поддержке правительства республики удалось обновить приборную базу лаборатории селекционного контроля качества молока. Сегодня через руки местных лаборантов проходит все молоко, произведенное племхозяйствами и рядом крупных сельхозпредприятий региона. Для контроля качества и оценки уровня кормления проверка идет по 4 основным показателям, среди которых жир и белок. Впрочем, это не единственная новинка одного из крупнейших хозяйств республики. Чем сегодня живут хранители холмогорской породы, знает Виктория Палкина. Всего за несколько секунд эти приборы анализируют пробы. На смену ультразвуку пришли инфракрасные методы исследования и поточной цитометрии. Это позволяет оперативно получить основные показатели качества молока, еще и динамику контролировать. В лабораторию селекционного контроля аграрии региона привозят пробы каждый месяц. Результаты испытаний помогают оценить уровень кормления животных, корректировать системные изменения обмена веществ. У нас производительность труда выше, намного больше. Это у нас 150 проб в час. Точность, мы уверены в этом оборудовании. Есть у единственного в регионе сельхозпредприятия по племенной работе и свой комплекс для криоконсервации семени быков-производителей. Начинается все в этой лаборатории. Современный анализатор позволяет определить качество семенного материала от каждого рогатого сотрудника. Есть и система оборудования для фасовки и маркировки. А в этих установках при температуре минус 196 градусов хранится племенной запас холмогорской породы. У нас хранится семя быков-производителей, дата заморозки 1983 года. 1983 года это бычок-производитель наговор. Значит, в 1983 году я где-то примерно учился в 7 классе. То есть вот такого года у нас здесь самое, можно сказать, древнее историческое семя. До сих пор у нее активность составляет 40%, то есть оно пригодно к осеменению, так как с 1983 года у нас не нарушался режим хранения. То есть все время температура была минус 196 градусов. А вот и они, самые яркие представители холмогорской породы. Сегодня здесь 20 быков-производителей. Рацион у каждого как в санатории. На первое – комбикорм, на второе – витаминно-минеральные добавки, морковка на десерт. Вообще жалоб у этих постояльцев нет. Но, как говорят сами сотрудники сельхозпредприятия, холмогорской породе все сложнее конкурировать с галштинской и айширской. По многим показателям они превышают своих черно-белых рогатых коллег. А потому здесь решились на небольшой эксперимент по обновлению поголовья. Сельхозтоваропроизводителям нужны деньги. Деньги получаются от продукции. Продукция – это молоко. Молоко мы на сегодня можем получить от использования современного генетического материала. От холмогоров мы тоже получаем молоко, да? Но, как правило, сельхозтоваропроизводителям нужен результат сейчас. Вот. Поэтому было принято решение это приобретать и других бычков других пород, но в то же время выдерживать баланс между сохранением породы и использованием другого племенного материала. Сегодня сельхозпредприятие Коми по племенной работе участник федеральной селекционной программы по сохранению генофондных пород крупного рогатого скота. Холмогорку, как одну из самых легендарных отечественных пород, пытаются уберечь от забвения. Подключились к вопросу и ученые. Так, в ноябре партию семенного материала из республики отправили в Федеральный исследовательский центр. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.